Посмотрите, пожалуйста, на эти кадры внимательно. Это очередь в один из азербайджанских военкоматов в 2020 году. Это просто очередь записаться добровольцами в 2020 году. Представляете? Так вот, если вы, армяне, выберете не Никола Воваевича Пашиняна, не человека, который пойдет путем мира, который и так получил в 2018 году, вот наследие, которое привело к 2020 году, если вы пойдете путем Качарянов, Карапетянов, реваншизма, то азербайджанские военкоматы опять заполнятся сотнями тысяч добровольцев. Я не говорю, что мы победим. Я не говорю, что вы проиграете. Вас не станет, а мы велики. Нет. Но мы можем потерять каждого 10-го азербайджанца, так как нас 11 миллионов. А вы можете потерять каждого 3-го армянина. А это к тому, что у вас всего 3 миллиона населения. Подумайте, вы готовы заплатить эту цену? Или мы пойдем путем мира, дружбы и человеческих отношений? Никол Пашинян сегодня единственный кандидат на пост премьера Армении, который поведет ее путем мира, а не реваншизма, мнимых обещаний и оккупации соседнего государства. Спасибо. Камран, в жизни армянин никогда не может слышать животное, тем более овцу. Когда овец ставит себе на месте волка, ее на итоге съедают сами волки, а ты даже не добыча, ты просто мусор. Հայր ջան, ում ուզում եք ընտրեք, դա ձեր իրավունքն է ու ձեր ընտրությունն է։ Բայց եթե հասել է նրան, որ ոչխարը պետք է ասի դուք ինչ անեք, ուրեմն իրանից ընդհանրապես չեք տարբերվում։ Ինքը այսօր սենց ասում, վաղը կարող նորից Փաշինյանից աղրի։ Սա կենթանի է։ Ոքի մի թույլ տվեք, որ ոչխարը ձեզ խորհուրդ տա։ Սա որպես հայ, որպես ձեր հայրենից, ձեզանից մեկն եմ ձեզ ասում։ Մի լսեք իրան, բայց ձեր ընտրությունը արեք, ուզում եք Նիկոլին ընտրեք, գնացեք Նիկոլին ընտրեք, ուզում եք գնաք մյուսներին ընտրեք, մյուսներին ընտրեք, ում ուզում եք ընտրեք, բայց ոչխարի խորհրդով չի էլի։